Вот это наше грибное царство. Вот так растут вешенки. Не на деревьях, а в полиэтиленовых мешках. Еще пару лет назад к Анатолию Самаренкину обратились жители деревни Старая Мокшина. Нужны были рабочие места. Тогда и решил заняться грибами. Говорит, знал в них толк еще с советских времен. Не хватало мяса в стране. И на уровне обкома партии и Совета министров республики было принято решение, или же по всей даже России, чтобы начинать нужно выращивать грибы. Может быть, это осталось. Анатолий Самаренкин знает, грибы по составу не уступают мясу, а по количеству витаминов могут заменить многие лекарства. А еще в вешенке Старому Мокшина дали рабочие места. Здесь трудятся 22 человека, средняя зарплата 25 тысяч рублей. Мы получаем и местные налоги от этого предприятия, потому что и подоходный, и земельный налог, и все остальное. Это налоги, это инвестиции, ну и рабочие места. Позвали, я с радостью сюда пришла на работу. И шинкуем мы здесь, и собираем грибы. Параметры выставляем сами. Тут важно все. Температура в инкубационном цехе 30 градусов, влажность 60%. Проросшим грибам влаги требуется больше, до 90%. Это полностью автоматизированная система орошения грибов, называют ее туманной. И, кстати, она самая подходящая именно для вешенок. Вот посмотрите, как они прорастают, прорезая вот эти пакеты. Срез грибов происходит 2 раза в день. В сутки урожай 800 килограммов, а в месяц доходит до 10 тонн. Эти блоки для нас как будущие мамки. Мы постоянно за ними следим, ухаживаем. Это вот грибочки для нас как будто наши детки. Это и есть основа для приготовления субстрата для выращивания грибов. Субстрат для выращивания вешенок раньше закупали по всей России. Сейчас готовят сами. Пропаренный субстрат из барабана подается на неон-транспортер. Уже налажена поставка вешенок по всему Татарстану. Это рестораны, торговые сети. Но реализуют здесь не только сырые грибы. Нарезанные грибы для сушки. Сухие грибы тоже пользуются спросом на татарстанском рынке. Из них производят соусы и добавки. Каждый продукт имеет свой вкус, а вот это намного приятнее. Тем более даже вот когда вентиляция работает на улице, когда вентиляция вот уже с камеры сразу видно. Грибы. Расширять производство Анатолий Самаренкин не хочет. Инвестиции в 200 миллионов еще не скоро себя окупят, говорит он. А вот республиканские программы помогли вернуть часть денег на закупку оборудования и строительство дорог. Порядка 10 миллионов рублей было выделено Минсельхозпродом в качестве гранта. Алия Хайрудинова, Алмаз Заединов, ТНВ, Аксубаевский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.